Ой, опять убираться. Эта свинья все в доме перевернула, все поела. Ну, житья никакого нет. Ой, как я устала. Ваша свинья мне весь огород перерыла. Не может быть. Как не может быть? Убирай ее с огорода. А то... Ты что ли мне угрожать вздумала? А ну, уходи отсюда, от греха подальше. Я-то уйду, но в другой раз с участковым приду. Иди. Чего кричите? Петух еще не пропел, а ты уже горлопанишь. Да Микитка-то мой свинью в доме завел, обучил ее как собаку, а мне теперь корми ее, убирай. Эх, сестрица, парень лоб уже здоровый, а ты все с ним нянькаешься. Да еще свинья эта. Вся деревня над твоим свинопасом смеется. Это кто же интересно? Ну я этим шутникам-то устрою. Успокойся, а то еще больше на смех подымут. А вон Николаевна идет, сейчас мы ее и позовем. Николаевна, иди сюда, иди. Ой, ну здравствуйте. Ой, Слушай, Николаевна, вот ты скажи-ка мне, кто это над моим Никиткой ты смеется? Ну завел парень собаку, тьфу, свинью. Что ж с того? Она же ведь непростая, немецкой породы. Вот даст потомство, еще завидовать начнете. Да кому твой Никитка сдался? Вот у меня нынче родственники городские приезжают, это другое дело, это событие. А Никитка твой, фу, пошла я, вон ж приехали, наверное. Вот, а ты говоришь, болтаю. Сама, небось, придумала. когда это я? Да напридумывала. Да всегда. Всегда ляпни что-нибудь не подумавши. Вот с детства ты такая. Какая? Да я бы сказала. Да сквернословить не хочется. Ну раз так, то за своим Микиткой будешь до самой старости нос подтирать. Вот запомни мои слова. Да и... Вот Николаевна говорит, скучно стало жить. Понятное дело, скучно. Дочек замуж повыдавала, одна осталась. Да и телевизор не веселит. Вот раньше у нас не было ни телевизора, ни радио. Одна гармошка да балалайка. А как веселились, не то что сейчас. Но не будем о грустном. В нашей деревне еще просвет остался. Эх, ну что, племянница, хорошо здесь, правда? Как у вас хорошо, а воздух-то какой чистый. Ой, ну ты знаешь, вот я тебя еще на озеро свожу, да еще в лес, да, по грибы, развлечений найду тебе, море. Знаешь, тетушка, решила я в жизни все поменять. Возраст у меня уже не маленький. Все о работе думала, света милого не видела. Ну ты знаешь, ты так не переживай. Я тебе и жениха найду. У тебя кандидаты есть? Ну ты ж меня знаешь. Если и нет, то я везде найду. Пойдем, дальше тебе покажу. Ой, эта скотина теперь еще и мешки порвала. Может быть, и правы люди-то. Ой, опять сколько уборки-то. Эй, хозяева! Ну чего кричишь? Тут я. Ой. Ну что, дорогуша, рассказывай. Как там твой сыночек, миллионер? Ты еще и поиздеваться решила, да? Я вон и так с сестрицей поругалась. Да Ой, что? а че ты такая веселая-то? Да вот что ты сразу переживаешь? Да вот, вот у меня приехала моя Экси.
И мне бы ей жениха подыскать. Ну вот смотри, вот твой Никитка все бегает, то один, то со свиньей. А так, если невеста будет, так они вдвоем бегать начнут. Чего делаешь? Бегать? Конечно, бегать, так еще и посмотримся. А свинья тогда как же? Так они не только вдвоем будут бегать, так еще и со свиньей, да еще и с потомством. Ну тогда ладно. Ой, такая свадьба получится. А ты уверена, что нашему Никитке престарелая невеста нужна? Вот когда не нужно, ты его насмех поднимаешь. А тут единственную невесту решила отвадить. Так ты посмотри на Николаевну, как она хвост распушила. Непроста это. Надо на эту Эксень посмотреть. Ну ладно, приводи завтра невесту, а там решим. Так это вы что, курицы, решили еще по поводу моей невестки думать? Да я вам! А нет, и суда нет. Ну раз так, ладно. Ждите завтра в обед. Я ж говорила, что далеко не уйдет. А у нашей невестки-то, наверное, капитал немалый припасен. Ох, сестрица, и что б я без тебя делала? Но ты не серчай на меня больше. Я женщина нервная, но отходчивая. Вот представьте себе, персидский ковер. А вот из-за этого ковра поссорилась моя бабка с соседкой, подружкой, с которой много лет были не разлей вода. Спросите, как поссорились? А вот, приехала к нам в деревню автолавка, а в ней ковер оставался один. Бабка моя чуток замешкалась, а соседка ухватила его. Вот с тех пор и поссорились. Вот и посудите сами, кто виноват. Бабы две, ковер один. Вот ковер и виноват. А может быть, Никитке-то моему невесте-то не понравится, а? Заставим! Не век же ему со свиньей ходить. Ну, вообще-то ты правильно говоришь. Ну да. Ой, ну здравствуйте, что ли? Вон, Ой, здравствуйте, гости дорогие. Ой, какая какая красавица. красавица. Ну, а вы как думали, не, а вы как? А вот скажи-ка, Эксень, ты точно решила в деревне у нас остаться? Или, может быть, в город нашего Микитку перевезешь? Здесь, конечно, останемся. Здесь и воздух чище, и спокойней, и конкурентов по бизнесу меньше. Кого? Как кого? Мы с Никиткой семейный бизнес будем налаживать по разведению редкой породы. Неправильно, видимо, тебя люди информировали. Вот насчет фермы, не знаю, но вместе у вас разводить получится. Так что, Эксин, все хорошо, ты не переживай, давай, беги собираться. Свадебное платье скоро пошивать будем. Ну а вы, девчонки, не переживайте. Скоро они вообще про этих свиней забудут. Ой, а на свадебку-то мы эту свинью и зажарим. Что ты опять сердишься на меня? Сколько тебе эта свинья хлопот принесла? А теперь заживем. Ну, вообще-то, верно ты, сестрица, говоришь опять. Ну что, девчонки, побежали к свадебке готовиться.